Согласитесь, что эта численность целого сельского населенного пункта Добрый день, уважаемые участники брифинга. В первую очередь хотелось поблагодарить всех, кто откликнулся на наше приглашение принять участие в мероприятии. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить вопросы обеспечения пожарной безопасности в республике, а также запуск акции «Пожарный извещатель в каждый дом, в каждую квартиру». В рамках брифинга запланировано выступление председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Гумерова Фарида Рифовича, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Горина Владимира Николаевича, главы администрации Стерлибашевского района Архангулова Рустама Камиловича, главы администрации Кыры-Идельского района Шайдулина Айдара Ангамовича. В ходе брифинга мы будем принимать вопросы на электронную почту и WhatsApp, которые указаны в верхней части экрана. Кроме этого, вопросы можно задать в комментариях и в чате данной трансляции. Итак, первое слово предоставляется председателю Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Гумерову Фариду Рифовичу. Добрый день, уважаемые участники брифинга. Поводом сегодняшней нашей встречи является запуск общей республиканской акции «Пожарный извещатель в каждый дом, в каждую квартиру». Начну с того, что благодаря срабатыванию пожарных извещателей на территории республики уже спасено 499 человек. Из них 205 – это дети. Но реальное количество срабатываний намного больше, потому что по многим случаям информация в связи с тем, что пожарная охрана не вызывалась, к нам не поступает. Зачастую бывает так, что сами жильцы дома обнаруживают очаг возгорания после срабатывания пожарного извещателя, тушат, ликвидируют, и дальше уже у них пожарный извещатель продолжает так называемое дежурство, продолжает действовать. Поэтому чем больше домов и квартир оборудованы пожарными извещателями, тем больше фактов, как и официальных, так и незарегистрированных по спасенным жизням. Поэтому мы считаем, что эти цифры 499 и 500 и 205, они намного больше на самом деле. Поэтому мы приняли решение совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан инициировать
общереспубликанскую акцию «Пожарный извещатель в каждый дом, в каждую квартиру». Почему? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, только 20% жилья этой квартиры и дома оснащены пожарными извещателями. Наша задача, чтобы не только в каждом пятом доме, а в каждом третьем, как минимум, доме, квартире был пожарный извещатель. Тем самым мы можем сократить существенно количество погибших при пожарах наших жителей республики. Статистика пожаров указывает на то, что больше всего гибели граждан при пожарах на территориях муниципалитетов, которые по рейтингу оснащенности пожарными извещателями находятся в третьей двадцатке. Вы можете увидеть на слайде те пожары, которые произошли в новом 2021 году с гибелью людей. Белорецкий район, Уфимский район, Иглинский, Чешминский район, город Салават, Благовещенский район. Там по рейтингу оснащенности, к сожалению, последние места. 41 по 58 места. Те, кто находится в первых позициях, это и Стерлибарский район, Татышлинский район, Краедельский район, там погибших при пожарах нет. Поэтому можете сами сделать вывод, что чем больше пожароизвещателей, тем меньше вероятность, что вы получите пожар с гибелью жителей. Поэтому мы будем настраивать всех, и муниципалитеты, и сами будем настраиваться, и жители республики на самостоятельно, в том числе, оснащение своего жилья пожарным извещателем. Мы еще дальше остановимся, какие категории у нас бесплатно получают эти мини-сирены. Я скажу так, что практика обеспечения граждан пожарными извещателями, внедренная в нашей республике, была признана и на уровне агентства стратегических инициатив. Мы в Сочинском международном инвестиционном форуме получили кубок. Этот кубок вы видите, вот, демонстрируем. Это как раз признание того, что мы победители номинации «Создание комфортных условий проживания». Итак, возвращаемся к сегодняшней акции. Цель этой акции – это мотивация граждан самостоятельно устанавливать в своем жилье пожарные извещатели, тем самым защищая не только свои жизни, но и своих близких, родных, а также минимизируя ущерб от пожаров благодаря тому, что пожарный извещатель будет на ранней стадии возгорания обнаружить уже очаг. Домовой пожарный извещатель, вы все знаете, это устройство небольшое, недорогое, и стоит он всего 250 рублей и выше. Но, к сожалению, нужно отметить, что имеются и недобросовестные граждане, которые за цену 10 и более раз превышающие предлагают эти пожарные извещатели, особенно для граждан пожилого возраста. Поэтому я предлагаю тоже муниципалитету провести работу, чтобы не допустить таких фактов обмана жителей тех или иных муниципалитетов. Дальше мы просим и предлагаем жителям республики приобрести эти устройства в магазинах электротоваров, специального пожарного оборудования и устанавливать у себя дома. Но также в преддверии праздников, которые у нас предстоят в феврале, это День защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, также дарить вот этот пожарный извещатель. Я считаю, что это оригинальный, но в то же время чрезвычайно полезный подарок. У главы республики Радия Фаритовича и правительства республики находятся на постоянном контроле вопросы обеспечения безопасности, пожарной безопасности граждан и, соответственно, с использованием в том числе и пожарных извещателей. С 2016 года на эти цели, на приобретение пожарных извещателей и обеспечение отдельной категории граждан уже выделено 107 миллионов рублей. Только в текущем году на эти цели выделяется 27,8 миллионов рублей, 27 миллионов 800 тысяч рублей. Эта работа была начата по установке пожарных извещателей еще в 2016 году, когда в апреле, 20 апреля 2016 года при пожаре в Поколенском районе погибли 5 человек. Из них 3 детей до 7 лет. Если в начале этой работы мы пожарными извещателями бесплатно обеспечивали только одну категорию граждан, то на сегодняшний день мы уже обеспечим 9 категорий граждан бесплатно. Установка пожарных извещателей сопровождается также противопожарным инструктажом. Тем самым мы акцентируем внимание граждан на важности соблюдения требований пожарной безопасности. Новеллой стало также
вручении молодым семьям пожарного извещателя при рождении ребенка в роддомах республики в составе подарочного набора. Наша республика – это единственный регион Российской Федерации, в котором так полномасштабно оказывается мера социальной поддержки в виде обеспечения пожарными извещателями граждан республики. В рамках общереспубликанской акции «Пожарный извещатель» в каждый дом, в каждую квартиру будут реализованы следующие проекты. Во-первых, это запуск челленджа, направленного на мотивацию жителей республики на установку пожарных извещателей у себя дома. Предлагаем участникам челленджа снять креативное видео с установкой пожарного извещателя в своей квартире или просто с извещателем и рассказывать о его эффективности. Прислать свое видео в Госкомитет Республики. Дальше все видео будут опубликованы на нашем официальном сайте, в социальных сетях. А наиболее креативных участников по итогам челленджа мы будем поощрять ценными призами. Еще одно направление – это выпуск видео и аудиообращений известных артистов, спортсменов. Поэтому мы будем периодически в социальных сетях размещать также эти видеообращения с призывом присоединиться к акции «Пожарный извещатель» в каждый дом, в каждую квартиру. Нашу акцию, просто скажу, что уже поддержали ряд артистов и спортсменов, в том числе Эльбрус Нигматуллин, который является 4-кратным победителем турнира «Самый сильный человек России». И среди артистов это и Анвар Нургалиев, Айдар Галимов, Зайнетдин. И список этот просто пополняется каждый день у нас больше и больше. Поэтому сейчас я предлагаю просмотреть эти видеообращения. Я присоединяюсь к акции «Пожарный извещатель» в каждый дом, в каждую квартиру. Если они уже спасли 500 жизней, то надо действовать и самим также обзавестись этим другом-спасателем. Надежный спасатель – пожарный извещатель. Присоединяйся к акции «Пожарный извещатель» в каждый дом и в каждую квартиру. Спаси себя и близких от пожара. Извещатель чрезвычайно важен. Присоединяйся к акции «Пожарный извещатель» в каждый дом, в каждую квартиру. Сделай свое жилище безопасным. Установи пожарный извещатель. Теперь я и мои дети всегда под надежным присмотром. Присоединяйтесь к акции «Пожарный извещатель» в каждый дом и в каждую квартиру. И установите себе в доме этого надежного помощника. Пожар – это большая, страшная беда. Чтобы уберечь себя от нее, установи в своем доме пожарный извещатель и присоединяйся к акции «Пожарный извещатель» в каждый дом, в каждую квартиру. Береги себя и своих близких. Я присоединяюсь к акции «Пожарный извещатель» в каждый дом, в каждую квартиру. Это реальный шанс при пожаре спасти свою жизнь и жизнь своих близких. Мы с Ваней присоединяемся к классной акции «Пожарный извещатель» в каждый дом, в каждую квартиру, в каждую семью. Да, пожарный извещатель вовремя обнаружит пожар, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит спящего человека. Огромная к вам просьба, сделайте свою жизнь безопаснее. Пожалуйста, установите вот эту маленькую белую штучку «Пожарный извещатель». Пожарный извещатель. Следующее направление также в рамках нашей акции – это многоканальное информирование жителей республики об эффективности пожарных извещателей, чтобы их мотивировать на их установки. Мы будем информировать в том числе через 147 громкоговорителей системы оповещения на электричках, на автобусах Башавтотранса, спортивных объектах, на функциональных центрах и, соответственно, радио, телевидение, печатные издания, социальные сети. Еще одно направление – это инициирование в муниципалитетах внедрения лучших муниципальных практик республики, в том числе практик Стерлибашевского и Карайдельского района. Сегодня к нашей студии подключится глава администрации Стерлибашевского района Рустам Камилович Рахмангулов и глава администрации Карайдельского района Айдар Ангамович Шайдуллин и поделятся своим передовым опытом. Ну еще, я думаю, важное направление – это допоставка жителям республики по каждой категории положенных пожарных извещателей. Разбирая пожары, условия, которые привели к ним, особенно пожары с гибелью людей, мы выясняем, что, оказывается, многие граждане тех категорий, которым положены
пожарные извещатели бесплатно, их не получили и не установили. Поэтому мы ставим задачу в рамках акции, чтобы все, кому положено, получили пожарные извещатели и оборудовали свое жилье ими. Это даст им шанс спастись, если произойдет пожар. Акция «Пожарный извещатель» в каждый дом, в каждую квартиру будет проходить в течение всего 2021 года. И наша задача сделать так, чтобы в каждом третьем доме, в каждой третьей квартире был пожарный извещатель. Старт дан акции, и пока стартовые позиции наши таковы. Пока в каждом пятом доме и квартире есть пожарный извещатель. И я думаю, что мы должны до 2024 года добиться того, чтобы фактически 90% жилья должен быть оборудован пожарными извещателями. Я думаю, что благодаря этому мы сумеем сократить в 2 раза количество погибших при пожарах. Спасибо. Спасибо, Фарид Ривич. Слово следующее предоставляется заместителю начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Горину Владимиру Николаевичу. Спасибо. Уважаемые участники брифинга, конечно же, все, что сказал Фарид Рифович, это очень актуально, в том числе и для нашей республики. Поэтому присоединиться к данной акции мы, конечно же, призываем каждого гражданина, каждого, наверное, должностного лица, в том числе и работы на предприятиях, при сходах граждан. Необходимо действительно доказать и убедить гражданам, что это необходимо для спасения прежде всего себя, своей жизни и своих близких. Поэтому я, наверное, скажу цифры статистики, чтобы кто нас смотрит, задумались о том, что а кто же у нас все-таки погибает. Уже вот Фарид Ривович говорил, что в большинстве погибают ведь граждане социально незащищенные. Как было уже, вот отмечу, что только за прошедший год, 2020, у нас в огне погибло 283 человека. Произошло более 11 тысяч пожаров. К сожалению, мы потеряли в огне 13 детей. Это страшные, действительно трагические цифры. Что явилось причинами пожаров? Основными причинами пожаров явилось неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, нарушение правил эксплуатации печного отопления. Каждая из данных причин, я могу сказать, она же явилась причиной пожара, где погибли люди. Именно данные причины, и рассматривая наш пожарный извещатель, в каждом случае он мог принести действительно пользу и спасти тех погибших людей, которых, к сожалению, на сегодня уже не вернуть. Если разобрать вкратце данные причины: нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Пожар от электрооборудования, как правило, начинается с короткого замыкания, после чего начинается возгорание изоляции электропровода с последующим возгоранием окружающих горючих материалов и так далее. Соответственно, первоначально возникает задымление. И это можно, то есть данный датчик пожарный, он мог уловить пожар в начальной стадии, так скажем, человеку подсказать о том, что произошло какое-то происшествие, в том числе, естественно, пожар, если сработал пожарный извещатель. То же самое можно сказать и по неосторожному обращению с огнем, по использованию эксплуатации газовых, отопительных приборов, когда оставляют пищу на газовой плите и зачастую после, к сожалению, задыхаются от продуктов горения, когда уже начинается оплавление там, кастрюль и так далее. Данный пожарный извещатель мог, конечно же, предупредить, как было сказано, разбудить людей. По социальному положению, вот я еще раз остановлюсь, наверное, здесь больше направлено вот то, что я скажу, погибшие по социальному положению, для тех, кто может помочь своим родственникам. Понятно, что на сегодняшний момент государство, республика не может установить именно прям в каждый дом и в каждую квартиру за счет бюджетных средств извещателей. Поэтому необходимо обратить внимание именно родственникам, детям, на своих родителям. Родителям задуматься о безопасности своих детей.
Если мы друг другу будем в этом помогать, рассказывать и говорить, то я думаю, мы добьемся именно той цели, на которую направлена данная акция. Именно пожарный извещатель в каждый дом, в каждую квартиру. У нас погибло 100 пенсионеров. Это порядка 40% от общего числа погибших. У нас погибло безработных 60 человек. У нас погибло инвалидов 26 человек. Ну и дети, как я сказал, 13 человек. И в основном из них дети дошкольного возраста. И причиной послужило именно оставление детей без присмотра во всех практических случаях. И если даже бы стоял извещатель пожарный при наличии пожара, где находились дети, то, возможно, бы услышали соседи, прибежали, спасли и так далее. Вот об этом мы должны всегда задумываться. В этом году, к сожалению, уже у нас погибло 18 человек в январе месяце текущего года, а причины по-прежнему остаются те же. 340 пожаров, 320 пожаров произошло уже с начала текущего года. Не буду останавливаться еще раз, но скажу, что категория граждан погибает и в этом году у нас практически та же. Это люди пенсионного возраста, уже 33% от общего погибших, безработные 5 человек, 4 инвалида, работники рабочих специальностей, лица без определенного места жительства. Еще остановлюсь на таком моменте, как гибель человека при пожаре в состоянии алкогольного опьянения. Да, к сожалению, это составляет в прошлом году более 52%, если быть точнее, погибло граждан в состоянии алкогольного опьянения. В этом году уже погибло 13 человек, что составляет 70%, также в состоянии алкогольного опьянения. Конечно, данные граждане, возможно, являются где-то, как мы их называем, неблагополучными или что-то, но в любом случае человеческая жизнь, она дороже всего. И если с ними провести определенную работу, прежде всего по, может быть, правильному образу жизни, но в том числе и по необходимости установки данного пожарного извещателя. Я думаю, что если мы спасем, как было сказано, там более 500, да, мы спасли жизни, ну, каждой жизни, если мы спасем даже одну жизнь, пусть гражданина социально там какого-то неблагополучного или что-то, это будет уже достижением. Хочу также коротко остановиться, что с 1 марта 2021 года то, что началось в Республике Башкортостан, это установка пожарных извещателей, а на сегодняшний момент она поддержана на законодательном уровне. С 1 марта 2021 года вступает в силу свод правил системы противопожарной защиты, перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации, в котором появляется требования по оснащению автономными домовыми пожарными извещателями жилых помещений, прихожих и коридоров, квартир вне зависимости от этажности здания, в том числе одноквартирных жилых домах, включая блокированные. Что это значит? Если у нас с 2003 года было требование по оборудованию вновь введенных после 2003 года многоквартирных жилых домов автономными домовыми пожарными извещателями, то с 1 марта, как я уже сказал, будет обязательное требование в каждый дом, как название нашей акции, в каждую квартиру, независимо от этажности, многоквартирности, установка домовых пожарных извещателей. Коротко для информации также озвучу. Конечно же, те извещатели, которые на сегодняшний день устанавливаются, это наиболее эффективный, я считаю, наиболее недорогой товар. Кроме того, есть альтернатива. Это, наверное, больше просто в виде объявления, да, чтобы граждане наши знали, что есть, конечно же, и альтернатива. Это для тех, кто может себе позволить, возможно, купить более дорогой пожарный извещатель. Они отличаются по конструктивам своим. Но есть пожарные извещатели с датчиком GSM.
Это если позволит себе, да, купить, чтобы контролировать, допустим, лежачего родителя. То есть чем они отличаются? Их очень много тоже разновидностей датчиков GSM. Он предназначен прежде всего также для обнаружения очага пожара. Устанавливается также в комнате. Имеет свою продолжительную эксплуатацию до 3 лет. Ну, самое основное его отличие, оповещает он также речевым сообщением и так далее, но он может оповестить 5-8 абонентов. Конечно же, там требуется возможная оплата абонентской платы, но еще раз говорю, это именно объявление для граждан, которые могут себе позволить или которые задаются вопросом, а как мне проконтролировать, если у меня дети одни вынуждены оставаться, либо родители одни. И как я узнаю о том, что произошел пожар, если рядом практически никто не услышит, а сами они не могут в силу тех или иных обстоятельств принять определенные меры. Не будем говорить о преимуществах каких-то, да, то есть преимущество здесь одно, это спасение человеческих жизней вообще в целом. То, что единственно приходит данный сигнал на телефон. Если позволите, Фарид Рифович, мы хотели тоже продемонстрировать ролик вот по работе данного GSM-извещателя. Конечно, да. Для информирования. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что, конечно, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан совместно с Государственным комитетом будет активно содействовать проведению данной акции, инициировать все то, что вот сказал Фарид Рифович, и активно будем работать, думаю, с муниципалитетами, с руководителями муниципалитетов. Самое главное в достижении конечной цели – это снижение гибели людей или недопущение гибели людей при пожарах. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Николаевич. Есть примеры местных инициатив, в рамках которых идет очень честное взаимодействие с населением. И самое главное, мы получаем живой отклик от жителей. Об одном из таких примеров нам расскажет глава администрации Стерлибашского района Рахмангулов Рустам Камилович. Добрый день, уважаемый Фарид Рифович. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас в Стерлибашевском районе располагается 69 населенных пунктов, 64 из которых 100% каждый дом, каждый двор оснащен пожарным извещателем. Составляет 92,7%. Все началось в недалеком 2019 году, когда возникла необходимость установки пожарных извещателей. Мы загорелись идеей взять один населенный
пункт и полностью оснастить его пожарно-извещателями. Написали письмо, обратились в Госкомитет, соответственно, попросили, чтобы эти пожарно-извещатели были выделены. Фарид Рифович откликнулся на наш запрос, но сказал, что вот с бюджетных средств можно выделять только определенным категориям семьи. И Фарид Рифович предложил рассмотреть данный вопрос на сходах граждан. Что мы и сделали. Мы, вернувшись уже в район, провели сход граждан в одном населенном пункте, чтобы за счет самих же жителей можно было устанавливать в их домах пожарные извещатели. И мы увидели, что на самом деле жители очень положительно относятся к этому вопросу. Глава сельского поселения привез на их средства пожарные извещатели централизованно. Ну и потом всем сельсоветом прошлись по дворам населенного пункта и вмонтировали пожарные извещатели в каждом доме. Ну, мы решили такую практику растиражировать на все сельское поселение. И у нас неплохо получилось. Мы увидели, что жители охотно идут навстречу. Они понимают то, что пожарный извещатель спасает не только жизнь, но и их имущество. И таким образом, оснастив пожарными извещателями все населенные пункты одного сельского поселения, мы его начали тиражировать на все наши сельские поселения. И с успехом проводили сходы граждан, значит, объясняли людям специфику этого мероприятия. И у нас дело пошло. И за 2020 год мы достигли определенных результатов. Но, конечно же, ничего идеального не бывает. Были, конечно, те населенные пункты, где были определенные категории, которые неохотно, значит, подключались к нашей инициативе. Ну, в таких домах мы либо, значит, кто наотрез отказывался, уже приобретали сами за счет спонсорской помощи предпринимателей, наших хозяйств, и уже, соответственно, привозили и монтировали в этих домах. Таким образом, мы спасли, на самом деле, как вот Фарид Рифович говорит, на каждом совещании жизнь и имущество. С одной стороны, у нас очень много примеров, когда на самом деле пожарный извещатель, он спас жизни людей. И с другой стороны, мы еще решили другую проблему. У нас нередко гастролеры заезжали и обманным путем за 5-6 тысяч уговаривали пенсионеров поставить эти пожарные извещатели, мотивируя тем, что якобы они сразу напрямую дают сигнал в пожарную часть, и пожарные могут приехать на тушение огня. И, соответственно, после того, как мы начали массово устанавливать пожарные извещатели, эти мошенники перестали уже заезжать в наш район. Сейчас прошло уже более года, как мы активно этим занимаемся, поставили себе цель, чтобы 100% можно было в каждом доме нашего района установить пожарные извещатели. Ну и параллельно сейчас с главным сельского поселения ведем работу. Теперь те пожарные извещатели, которые установили в 2019, в начале 2020 года, уже необходимо смотреть, следить за ними и менять батареи, чтобы она была все время работоспособная. Ну и хочется поблагодарить Госкомитет по чрезвычайным ситуациям Фарид Рифовича и Главное управление МЧС. Вот именно с их помощью нам этого удалось достичь. Ну и те проверки, которые организовываются, они нам помогают, особенно вот новогодние праздники, внезапно приезжали и, соответственно, осматривали сельское поселение, ЕДДС, то есть помогают нам, соответственно, организовать ту работу, которая ведется планомерно ежедневно администрацией муниципального района. Спасибо за внимание. Спасибо, Рустам Камилович. Мы бы хотели донести эту инициативу до каждого жителя нашей республики. Именно жители должны прийти к представителям власти на местах и сказать: нам нужны пожарные извещатели, мы готовы участвовать, но нам нужна помощь властей. И эта помощь может быть логистика, транспорт, организация точек продаж. Еще одна отличная инициатива была реализована в Карайдельском районе. Ее основной задачей была защита детей от угроз пожаров. Слово представляется главе администрации Карайдельского района Шайдуллину Айдару Ангамовичу. Добрый день, уважаемый Фарид Рифович. Студия. Да, действительно, Карайдельский район в 2019 году также включился в эту работу по обеспечению автономными пожарными дымовыми извещателями, так называемые АДПИ.
совместно с главами сельских поселений проводились сходы граждан с разъяснениями населению по установке пожарных извещателей на классных и групповых родительских собраниях, в школах, в детских садах района была доведена информация об эффективности его работе и приобретении данных пожарных извещателей. На сегодняшний день хочется сказать, что у нас в районе установлено 6347 пожарных извещателей из различных источников финансирования. Это и Госкомитет ПЧС. Хочу сказать большое спасибо правительству, Госкомитету ПЧС, поблагодарить за оказанную помощь, что поддержали вот соцуязвимое население. Далее муниципалитет включился за счет средств муниципалитета. Жители очень большое количество сами приобрели. Ну, естественно же, подключились индивидуальные предприниматели. Это внебюджетные источники финансирования. Был объявлен конкурс «Пожарный извещатель в каждый дом» среди сельских поселений муниципального района по двум номинациям. Первая номинация – это по сельским поселениям в целом. И вторая номинация – это отдельное поселение в разрезе одного поселения свыше 150 человек проживающих. Выдвижение номинантов конкурса осуществлялось путем подачи заявки в оргкомитет конкурса. Для прозрачности данного конкурса заявки размещались на официальном сайте администрации. Ну и вот мы в декабре месяце подвели итоги конкурса, где у нас выиграл Верхнесуянский сельсовет с небольшим таким посылом, что они данные денежные средства направят на изготовление пожарного бокса, потому что о пожарной безопасности, мы считаем, нужно думать в целом, в комплексе. Мы все знаем о том, что все пожарные автомобили и мобильно-пожарные комплексы, они должны быть установлены в теплых боксах. Поэтому вот с таким посылом, с небольшой натяжкой мы им присудили первое место. Вообще вот первое место это Верхнесуянский сельсовет, второе место Подлубовский сельсовет и третье место Кирзинский сельсовет, где полностью на 100% в данных сельсоветах установлены АДПИ. Остальные сельские поселения продолжают работать. Наша задача достичь 100% результата по всем сельским поселениям, поэтому данная работа, она не останавливается, она движется далее, потому что целью данного конкурса являлась это и пропаганда противопожарной безопасности, повышение мер предупреждения гибели населения при пожарах, повышение эффективности. И понятно, когда устанавливали все эти АДПИ, проводилась и профилактика тоже, что вот в целом вкупе показало, что это действительная мера, которая имеет быть. Да? Поэтому вот вкратце все, что хотелось сказать по нашему поселению. Спасибо. Гамыч, уважаемый спикер, во время трансляции к нам приходили вопросы, которые, с вашего разрешения, я сейчас озвучу. И первый вопрос был от Айдара Нугуманова в YouTube. Не хотите пожарный извещатель установить в исторических памятниках, например, в усадьбе Бухартовских, которая горела в прошлом году из-за бомжей? Такой вопрос. Спасибо, Айдар, за вопрос. Я отвечу таким образом. Здесь есть два нюанса. Первый нюанс – это то, что наши датчики, они работают, к сожалению, только при плюсовых температурах. Если на морозе, они быстро разряжаются. Это первое. Второе. Естественно, здесь возможен только датчик, который будет дистанционно передавать информацию. То есть датчик нужно установить GSM, который имеет возможность как раз по сотовой связи передать, условно говоря, кто должен нести ответственность за пожарную безопасность, информацию, сигнал. То есть его, если мы установим, это стоимость GSM датчиков, про который говорил Владимир Николаевич, порядка от 3000, то мы прекрасно понимаем, что его будет снимать и выставлять на продажу. Естественно, мы знаем, какой контингент там обитает, к сожалению. И, соответственно, здесь, я думаю, вопрос нужно решать комплексно. Все-таки, если мы устанавливаем пожарный извещатель GSM, то должна быть и определенная охрана. И, соответственно, если охрана будет, то вопрос тоже по пожарной безопасности будет сниматься.
Поэтому мы ваш вопрос все-таки еще переадресуем управление по государственной охране объектов культурного наследия, который отвечает в том числе вот за тот объект, про который вы говорите. И думаю, что вопрос нужно поставить таким комплексно. То есть и мы, и Главное управление часть России, и вот это управление совместно на межведомственной основе вопрос можно будет, я думаю, решить или продвинуть с места его решения. Спасибо, Фарид Рифович. Следующий вопрос поступил от Башинформ Ксении Калинина. Где и кому можно получить пожарный извещатель? Я уже показывал на нашем слайде 9 категорий граждан имеют право получить пожарный извещатель. Ну, первая категория, это, которая получает, я уже говорил, это новелла в нашей республике прямо в роддомах при рождении ребенка в составе подарочного набора. Дальше у нас самая первая категория, с которой мы начали, это малоимущие многодетные семьи в социально опасном положении. Вот эти категории не просто получают, мы определяем подрядчика, они с выездом по адресам, где проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, они еще и устанавливают пожарные извещатели. Здесь имеет еще категория такая большая, семьи с детьми до 7 лет. Заявительный характер. То есть, если у вас есть дети до 7 лет, то пишите заявление, можете оставить у нас в соцсетях Государственного комитета, где мы присутствуем, на наш адрес отправить, или же можно позвонить по телефону службы профилактики пожаров 272 2024. 272 2024. По этому телефону вы можете позвонить, вам сразу же скажут, когда наш инженер службы профилактики пожара примет ваше заявление и также и установит эти пожарные извещатели. Но еще одна категория – это при рождении ребенка после 1 января 2018 года. Если вы попадаете вот в эти категории, как раз, пожалуйста, смело можно заявляться и получить. Ну, кроме того, сейчас новые категории – это одиноко проживающие граждане 55 лет и старше. Тоже можете заявку оставить по тому телефону, который я сказал, тоже можем приехать поставить. И очень большая категория, которая была введена по поручению главы Республики Радия Фаритовича, это ветераны Великой Отечественной войны и приравненные им лица. Тоже на слайде вы могли увидеть, там сюда входит еще 4 подкатегории. То есть в любом случае вы можете получить консультацию, справку по тому телефону, который я сказал, 272 2024. Спасибо, Фарид Рифович. Следующий вопрос к Владимиру Николаевичу. Какие рекомендации вообще есть по установке пожарных извещателей? И, может, какие-то требования в зависимости от площади помещения, конструктивных особенностей помещения? Ну, как я вот уже сказал, да, что у нас пожарные извещатели, они, естественно, разные, имеют разную конфигурацию, но принцип действия один. То есть принцип действия – это при возникновении задымления пожара происходит сработка пожарного извещателя. Соответственно, прежде всего, граждане должны знать, что было бы наиболее оптимально, если установить пожарный извещатель в каждую комнату, да, в своей квартире. Это дает, увеличивает время реагирования данного пожарного извещателя и, соответственно, сокращает время развития возможного пожара. Но, соответственно, как правило, устанавливают один датчик пожарный извещатель, поэтому рекомендация, конечно же, установить, и, как я вот уже сказал, да, с 1 марта даже у нас в законодательстве будет звучать, что это в коридорах, в холлах квартир. Почему? Ну, потому что концентрация дыма, как правило, из комнат, по крайней мере, она сразу выходит в коридор куда-то наружу, и уже обнаружение пожара услышат все в квартире. Ну, устанавливать также их не запрещено, естественно, устанавливать и в спальных помещениях, где находится, допустим, больной, вы знаете, что там наибольшая опасность, он там находится, лежит и больше никого нет там. Возможно установить и в спальне, и в других еще раз комнатах. Прежде всего необходимо помнить, что дым поднимается у нас наверх при пожаре, и, естественно, устанавливать его потолком, на потолке, вернее, закреплять наиболее эффективно. Не устанавливать его где-то
в углах, где практически концентрация, ну, то есть, так скажем, круговорот дыма наименьший, и в угол дым не пойдет, а устанавливать его именно на потолке в открытом доступе. Ну, вот, собственно, наверное, такие основные моменты. Спасибо, Владимир Кроме Николаевич. того, изучить нужно инструкцию, конечно же. В каждом датчике есть инструкция, которую можно прочитать. Спасибо большое за ответ. К сожалению, часто в новостях можно услышать новости о том, что ходят по домам люди, продают пожарные извещатели в десятки раз дороже. Как отличить мошенников от сотрудников экстренных служб? Я отвечу таким образом. Цена пожарного извещателя простого, не GSM с датчиком, всего лишь 250 и 450 рублей. Ну, то есть до 500 рублей реальная цена автономного дымового пожарного извещателя. Если уже вам предлагают цена, которая колеблется от 1000 и выше, но 10 тысяч даже вот были случаи, то это уже можно сразу быть уверен в том, что здесь недобросовестные граждане занимаются коммерческой деятельностью. Поэтому можно сразу сообщить 112-ю, вас соединят с сотрудником полиции, и они уже выйдут по этому адресу и будут разбираться. К сожалению, вот эти, будем говорить, так называемые предприниматели, в кавычках, они работают именно по адресам, где проживают более внушаемые, легко внушаемые граждане пожилого возраста. И потом дети этих граждан обращаются к нам, но, к сожалению, там у них с формальной точки зрения все правильно. Договор составляет, там указывает цена, согласие. То есть не всегда удается поймать нечистых на руку наших граждан, которые занимаются распространением пожарных извещателей, за тот обман, который ими совершается. Они периодически появляются и в Уфимском районе, и по Уфе много, и в районах. Я предвижу уже, что с запуском общереспубликанской акции в каждый дом, в каждую квартиру активизируется работа и этих мошенников. Потому что они, будем говорить, когда проводится с нами активная пропагандистская информационная работа, тоже будет ссылаясь на то, что как будто бы представляет и Главное управление МЧС, и Госкомитет будет ходить и навязывать свою продукцию нашим гражданам. Поэтому, если у вас возникают вопросы, сразу звоните. Вот этот телефон простой, 272 2024. Мы вас проконсультируем. Если необходимо, туда и направим еще и сотрудников полиции. Поэтому я хотел бы через средства массовой информации тоже донести информацию до наших уважаемых жителей республики, чтобы они не обманулись, приобретя, будем говорить, в 3 и 10 раз дороже вот эти недорогие мини-сирены, устройства, которые спасут вас при пожарах. Спасибо за ваши ответы. Наш брифинг подходит к концу. Ответы на вопросы, которые сегодня остались не рассмотрены, обязательно будут направлены вам в письменном виде. Еще раз благодарим всех, кто принял участие в брифинге. До новых встреч!